Есть контакт. Лак, туда, лак. Все. Рвать не надо. Все, Тулан. Да, Тулан. Настоящий ты бездельник. Настоящий. А, Тулан. Хороший лай. Что-то собака устремилась. Что он куда убежал? Просто так. Явно придется смириться, ребят. Я не нашел уже. Прошел 400 метров от выстрела. Примерно ориентировочно. Он должен был падать сюда, но хрен его знает, куда он улетел. Кто его знает. Может полкилометра, может 10 километров. Стараюсь как могу, ищу, но нету. Не нашел я. Ну что сказать, ребят. Птицу мы потеряли. Это не значит то, что вот, скажем, из мелкашки там подранками уходят. Птицы, это всякое бывает. И от карабина также уходят. И от гладкого ствола, и с пули, без разницы. Смотря какое попадение. У меня сейчас я выстрелил. Последний выстрел. У меня ориентировочно была шея и грудина. Вот как-то вот так. Потому что туловище как будто похоже было на засучьем, или я не знаю. Может, последний выстрел у меня, думал, в сторону шею куда-нибудь. Может, шею попаду. И я, наверное, попал вот в грудину, куда вот он собирает пищу. И поэтому у него такое вот легкое ранение, и он улетел далеко. Вот. Может, в мясо тоже попал, но все равно он улетел. Надо, чтобы он пуля что-то перебила у него крыло или какую-нибудь кость, спину там, легкие. Вот. А то, что вот в мясо попадает пуля, он рвет там мясо, это легкое ранение для них. Они в шоковом состоянии летят еще, будь здоров. Ну вот этот тоже улетел. Я уже заколебался искать, бесполезно, надоело. Когда вот, скажем, птица улетает и слышишь грохот, как он падает, это другой разговор. Это надо искать и искать. А вот здесь вот, но он поднялся так и... Но я не слышал, чтобы он куда-то падал, сел. Может, пустырь бывает, так падают. Но здесь без шороха, без шума он не должен был падать. Он улетел далеко. Может, на обратном пути как-то здесь я буду сегодня еще проходить. Но сейчас я сдаюсь. Не в моих силах это найти. Я с навигатором кружился уже. Бесполезно, Был случай, я уже рассказывал тоже, со 100 метров. Я в глухаря выстрелил, и с первого раза попадание было в грудину. В грудину попал, прям мясо вот это. Я не знаю, где у меня пуля прошла. Глухарь, как я не знаю, как камень упал. Упал намертво. Пуля пробила грудину, но выхода не было. И пуля застряла в другом боку, в мясе. Когда мы ели суп, у меня под зубы эта мелкашка попалась. Бывают такие вот. Камнем падают птицы, бывают. Ну, значит, не мое. Что поделаешь? Это не наша птица. Не нам дано. Может, погибнет. Это тоже думаю так, что он может погибнет, но звери съедят его. Что
обидно. Обидно, когда вот тяжело достается. Считай, блин, 5-й день вы в поиске глухаря и ни с чем. Смирись, Олег, что поделаешь. Смирись и дальше иди ищи. Ищи, добывай свою птицу. Только так, по-другому никак. Ладно, здесь еще пройдусь. Толку, конечно, мало, но это уже в стороне. Правее она надо было. А сейчас здесь уже бесполезно. Хороший лес тут. Звук крыла услышал. Кто-то садился на дерево. Тулан буквально 2 раза успел лайкнуть. И это, наверное, был косач. Он тоже не терпит лай собаки. Все, замолкли. Даже заходить не стану, наверное. Бесполезно. Если сидит, тулан подольше лает. Конечно, оставляет птицу, это я уже заметил, а вот этот минус заметил у него. Но тут сразу замолк. Есть контакт. Лак, туда, лак. Боюсь, что он... Боюсь, что он... Лак, лактатся. Лак, тулан. Он такой хищник, что может напасть. Хорошо попал. Косач там сидел. Опа, 100 метров. Лак, туда. Ну, да, тулан. Поспать. Ну, это ты не лучше. Все. Рвать не надо. Все, тулан. Ну что, ребят, с добычей нас. Косач. Давно я уже не добывал их. На 2 года примерно. Или позапрошлом году, наверное, зимой стрелял. В прошлом году вообще птицы не было, косачей. Ну и удалось нам сегодня добыть. Дело было как. Я, короче, шел, собака впереди шла. И от него куропатки поднялись, на меня пришли. А здесь, с правой стороны, короче, вот этот на земле сидел. Взлетел и сел примерно за 150 метров. Я подошел со 100 метров. Удалось добыть. Как я понял, пуля у меня идет правее. Правее стреляет. Потому что сейчас, наверное, я первый раз промах, второй раз промах, третий раз, наверное, я стрелял чуть-чуть левее взял. И вот хорошо попал, прям резко так упал. И вот собака побежала, я думал, он просто уже мертвый лежит, а на шум птицы он ушел. Хорошо, что не взял и утащил. Бывает, там берут птицу и бегом. Этот-то начал перья, порвал, там хвост. Но самое главное, не утащил. Вот так. Вот такая добыча на данный момент. Глухаря потеряли, косача добыли. Идем дальше сейчас. Где-то чай попью и дальше пойдем. Чаек попьем. Все пересохло. Ну, кто-то за тобой бегал.
Слабовато работаешь, ой, слабовато. По боровой вообще ни о чем. Все, то не доедай. Половина осталась-то. Укрепляй кости. Скорлупа от яиц укрепляет кости. Все, ну, наш. Все, на. Ну. Ну-ка, успой. Ну, камон, шабаш. Тут куски леса оставалось. Вот. И смотрите, кругом отвели делянки. Где я охочусь, одним словом, здесь с собакой просто проходным прохожу. Тут больше делать будет нечего. По всей дороге кругом делянка отвели. Вот так вот. Здесь как бы старые вырубки тоже. Как сказать, вот здесь вот видно, что после вырубок основное, как бы, крупный лес брали, а молодняк все оставляли. И уже дальше схема леса, что оставалось, также отвели. Как-то идет по... Там смотрят. Если лес уже созрел, все, уже дается на вырубку. Если молодняк, делянки еще не отводят, лес не выдают. А здесь, видать, лес уже все перестоялый, годен к вырубкам. Если деньги есть, заплатили и все. Как по-другому, такая жизнь. Вот. Где дорога, где поближе, там и вырубают. Кому охота идти, ехать, делать дорогу за 100 километров. Так что кругом поля останутся. И будем как ходить на экскурсии. Не на охоту, а на экскурсию. Сейчас уже, в принципе, не так много дичи, а дальше уже вообще ничего не останется. Вот так вот. Уйдет птица на заповеднике, где не разрешают лес вырубать. Уже нормально, прилично прошли. Пустую. После косача ни одного взлета, ничего не было, не видел, не слышал. Ну, собака вон идет тоже потихоньку. Перекур, ребят. Очередное болото надо перейти. Вроде это последний на сегодня. Там еще один маленький будет, но это основное осталось. Вот. Что-то вообще здесь тишина. Хотя тут косачей тоже можно встретить. Бывает. Да, Слан? Настоящий ты бездельник. Настоящий. А, Таламы. Ну вот, ребят, примерно так и проходит день. Бабье лето на улице, октябрь месяц. Честное слово, такой погоды, что в октябре, что-то я и не помню. Возможно, были, но редко. Это редкость.
Дождя нету, ничего нету. Безоблачно, смотрите. Вообще облаков нету вообще. Ни капельки. Вот так вот. Смотрите, сколько голубики. Голубик очень много. Тут какой-то волок. Магистральный волок или не понимаю. Вроде там вырубки не должно быть. Но какой-то волок идет. И, между прочим, нам по пути. Просто не спеша иду. Вон, смотрите. Голубики море. А это уже осталось, наверное, только 10% от того, что было в сезон, когда осенью тут была тень, блин. Наверное, в начале, а в конце лета-то есть. Тут, наверное, синяя была. Столько голубики. А вот идем, и ни одного взлета еще не было. Хотя вот смотрите, корм для глухарей-то есть. Голубика бери, не хочу. Вон как вишня, блин. Смотрите, какая крупная. Надеюсь, видно. О. Очень крупная. Там болото. Буду обходить слева. Тут, оказывается, небольшая делянка тоже вырубали. Я обошел этот пустырь полностью и наткнулся вот это, как бы старая делянка, но нам это не по пути, нам надо идти прям, ну, влево взять солнце и туда шуровать. И хороший ручей тут. Где бы перейти? И, короче, направляюсь в то место, где потеряли глухаря. В надежде здесь тоже увидеть. Все. Надеюсь. Сколько надеяться, не знаю. Надо вот как-то перейти. В принципе. Ага. Запросто можно и по уши блюхнуться, блин. Тут настоящий ручей идет. Так, ладно, ребят. Короче, дрянь дорога тут. Там уже, в принципе, хорошее место, но тут не знаю, как пройти. Ну надо. Палку надо было взять. Палку-выручалку надо в таких ситуациях. Короче, до выстрела 394 метра остается. Примерно в этом районе и должен быть. По идее. Но пока непонятно. Он дальше улетел или где-то он тут. Будем искать. Я с утра искал на той стороне. Там дорога идет. А сейчас попробую вот тут. Покручусь, и если не найду, ну где-то полчаса от силы. Туда-сюда зигзагом похожу, если не найдем, обратно пойдем. Сейчас уже будем путь держать прямо на избу. Вон он, бездельник, уже у избы дожидается. Уф, наконец-то дошли. Пить так хочется. Ну вот. Солнце еще высоко, хорошо. Может, сети еще проверить, сходить. Но сперва надо отдохнуть. Напиться чая там. Талами. Тала. Ждешь.
Витян. Молодец. Ну. Ну вот. Хорошо. Тулан отдыхает. Короче, вечереет. Будем заканчивать сегодняшний день. Сейчас вернулись мы с реки. Сходили на рыбалку. Попробовали на вечерней зорьке. Уже начинает темнеть. Ну да, солнце уже село за горизонт. Вон там уже. Солнце не видать. Я еще печку не затопил, ничего. И ни одной поклевки не было. Ни одного подхода. Вечером вообще или не хочет брать рыба, или, короче, надо днем рыбачить. Тут еще здесь я немножко, ну, сейчас, наверное, уже не видно, убрал, там подготовил, кое-какие мысли есть, не знаю, может, рано или поздно попробую чуть-чуть хоть поддержать нижний венец. Поменять не получится у меня, но если что, покажу и увидите, что я буду делать. Вот, на озере попалась одна щучка небольшая, не крупная. И все, вот такая рыбалка у нас. Вот такая охота была. Добыли рябчика, косача, одна щука в нашей копилке. Очень-очень медленно идет наша охота, так скажем. Чувствую усталость, потому что, считай, 6 утра вот, ну, прошли, наверное, больше 10 километров. Конечно же, больше. Я шел ровно 8 часов. Ну вот потом умножьте час, примерно не спеша 1,5 километра я прохожу. Так. Думаю, не больше, не меньше. Когда ты спокойно идешь по таежным, по тайге, не по тропинке какой-нибудь, не по еще. Ну, в принципе, я сегодня по дороге большинство времени шел, но все равно не спеша, спокойно. И где-то в час 1,5 километра. Ну и умножайте на 8, примерно сколько будет. Может меньше 10, но я думаю, больше 10 я прошел сегодня. По усталости чувствуется. Вот. Ну, все на сегодня. Завтра будет продолжение охоты на глухаря. Опять с новыми силами будем искать, добывать. Как получится, буду снимать и показывать. Встретимся завтра, ребят. Все, я устал. Мне еще надо приготовить ужин. Ну, так, в принципе, подогреть все это дело. Сварить чай, затопить печку. Тулан тоже устал сегодня. Видите, как лежит. Не играет, ничего, не дергает меня. Ну, в будку сейчас пойдет. Надоел, говорит, ты со своим русским языком. У него в миске еда всегда есть. Собака кормлена. Ну и он в будку залезет и будет отдыхать. Потому что там сухая трава. О, видите. Все четко. Не надо даже сажать на цепь. Вот для этого, ребята, будка нужна. Вот. А молодая собака должна быть на цепи, потому что она вообще... Молодые все мы такие шустрые. Все, ребят. Давайте до завтра. Утро 8 октября. Сейчас время 5 часов 33 минуты утра. Пью чай, хлеб с маслом. Спалось хорошо. Ночью пришлось вставать, потому что мыши заколебали. Установил там мышеловку. Мышь, наверное, сидит там все. И, короче, сработала мышеловка. Вторая мышеловка. Все. Надо новую просто сделать. Так как крышка лопнула у него. Плюс 2 градуса.
На улице очень сильный ветер. Сегодня будет охота на глухаря. Сходим на сосновый бор, такой лес хороший. Там побродим. Вот такое утро, вот такой завтрак у меня. Есть не хочется, в принципе. Что еще? Будем смотреть, что будет происходить сегодня у нас. Тут, короче, одна мышеловка, убитая уже все. Это уже даже и ремонтировать не будем. А, это ладно. Тут еще вторая. Да, мышь сидит. Вон, уйди, уйди. Вон он. Хвостик торчит. Уйди. Вот такая погода. Сегодня обещают дожди. Вчера позвонил домой, жена говорит, что-то дождь показывает. Потом непонятно, какая погода будет. То заморозки, то тепло, то вообще бабье лето. Ну, погода пока удивляет. Дождей особо не обещают. Где, говорю, глобальные дожди-то? Ничего, говорит, пока не показывает. Так что будем смотреть, что дальше будет. Какая погода, какая охота. Туланчик тоже вчера как лег вечером, вообще не вставал. Да. Тула. Радостный, довольный. Довольный гуляет каждый день. Каждый день гуляет. Рядом. Сейчас соберемся и газку. Уже рассветает. О, какое ветрище сегодня. Штормит. Сегодня на вырубках, таких вот местах, где вот дороги там тоже деревья шатает. Не знаю, где и ходить. По тайге. Будем думать. Хороший лай. А, вон он, белка. Я его увидел. Вон, белка. Да. Наполовину синяя уже. Хвост и спина наполовину синяя. Белка. Ой. Годно зене. Вот это и есть ошибка у собаки, когда прыгает на дерево. При этом он распугивает, пугает в общем, или птицу, или зверька. И от таких трещин, звуков этих лишних он прячется в общем. Зверек. Пошли. Молодец. Сегодня неспокойно. Вон как шатает деревья. Тулан идет. Такой красивый бор тут. Ух, смотри. Ветрище сегодня какое. Ветрено.